Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Абхазского радио, проект АСОС, и в студии для вас работает автор-ведущая Тамара Саная. Сегодня в гостях Абхазского радио вице-президент Республики Абхазия Беслан Владимирович Пиквава. Беслан Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте, Тома! Мы рады вас видеть в нашей студии. Спасибо, что вы пришли. Спасибо большое. Мне прежде всего хочется выразить вам большую признательность за ту возможность, которую вы сегодня мне дали, обратиться к нашим радиослушателям, воспользоваться также тем, что я сегодня у вас в эфире, также обратиться к ним и поприветствовать всех, кто находится с нами на Абхазском радио. Спасибо большое. Это одно из первых ваших расширенных интервью СМИ в должности вице-президента. Спасибо, что выбрали нас. Спасибо. Беслан Владимирович, 2025 год был для Абхазии насыщен множеством социальных проектов, программ поддержки населения. Абхазские города преображаются, дороги ремонтируются, открываются новые спортплощадки, новые детские игровые площадки. Это то, что невозможно не отметить. Также в текущем году был открыт аэропорт, международный аэропорт имени Владислава Арденба. Это поистине знаковое историческое событие для абхазского народа. А какие вы бы события отметили в уходящем году как знаковые для развития Республики Абхазия? Тома, вы очень правильно заметили, что уходящий год был очень насыщенным. Мне что хотелось бы отметить, самое главное, ввиду того, что какие процессы, какие события происходят вокруг нас, в целом в мире, где происходит нестабильность, нам удается сохранить мир. И слава Богу, что сегодня наши дети развиваются, ходят в школы под чистым небом. И еще мне что хотелось бы отметить, как нам всем известно, год вообще начинался с предвыборной кампании президента Республики Абхазия. Были, конечно, эксцессы, ситуации такие, которые не похожи нам. Но в целом наш народ сохранил мудрость, свою ответственность, свою зрелость и сохранит стабильность в нашей стране. Спасибо большое. Я бы еще хотел бы отметить, по уходящему году, как вы здесь правильно отметили, был запущен аэропорт имени Владислава Григорьевича Арденба. Вообще этот аэропорт, он, во-первых, для удобства наших гостей, которые приезжают сюда, во-вторых, для тех же наших местных жителей это удобная локация, и в то же время основной параметр этого, мне кажется, это для развития восточной части Абхазии. Потому что туристы, многие поехали в этом году и открыли для себя Восточную Абхазию. Мы все понимаем, что экономически, к сожалению, Восточная Абхазия отстает. И так не должно быть. Абхазия должна целиком развиваться, идти в ногу со временем, не должно делиться на какие-то бедные дотационные регионы и хорошо развивающие. Она должна быть в целом для всех быть одинакова. Спасибо большое. Мы надеемся, что с открытием аэропорта восточная часть Абхазии станет такой же востребованной для туристов, как и западная. Беслан Владимирович, вы возглавляете комиссию по вопросам абхазского гражданства. Расскажите, пожалуйста, о порядке рассмотрения гражданства и о том, какой срок непрерывного проживания в республике необходим для лиц, которые имеют вид на временное жительство и которые бы желали приобрести абхазское гражданство, ранее имели и желают его восстановить. Я являюсь председателем комиссии. Основной срок пребывания для того, чтобы получить абхазское гражданство, это, конечно, делается указом президента, но мы, комиссия, разбираем все материалы, поступающие к нам. В первую очередь, это непрерывный срок проживания, не менее 10 лет. Есть, конечно же, упрощенная форма еще. Это для тех, кто женился на граждан или гражданах Республики Абхазии. Там брак должен быть не менее 5 лет с условием, что у них есть вид на жительство еще в течение 3 лет. Также есть процедура упрощенного получения гражданства. Это для этнических абхазов, которые живут за границей, для участников боевых действий Отечественной войны народа Абхазии. 26 ноября президент Абхазии Бадра Зурабович Хунба подписал указ о создании Совета по делам ветеранов Отечественной войны народа Абхазии при президенте Республики Абхазия. Вы возглавили этот совет. Расскажите, пожалуйста, о том, чем будет заниматься совет и какие его основные функции. Для меня очень большая ответственность стать председателем этого совета. Так как вы сами ветеран войны. Да, сам являюсь также сам ветераном войны.
Основные функции Совета являются это поддержание наших ветеранов. Мы исходим из принципов того, чтобы услышать голос каждого ветерана. Много проблем связано сегодня с ветераном. Это как социальная проблема в области медицины. Вы знаете, когда мы этот совет собирали, у нас был один такой принципиальный принцип, чтобы он не был политизированный. То есть мы обращались в партии, и чтобы они представили нам своих членов этого совета. И исходили только от одного, что голос каждого ветерана должен быть услышан. Ребята включились, которые сегодня находятся в совете, там 25 человек, но это не говорит о том, что остальные ветераны отечественного народа Абхазии не могут прийти на этот совет и не высказать свое мнение. То есть он открытый, каждый Он ветеран открытый может для прийти. каждого, да, любой может прийти, сказать, озвучить свои проблемы. И мы должны быть таким мостом между органами власти и каждым ветераном, который сегодня находится в Абхазии. В продолжении темы о ветеранах. Вы являетесь ветераном Отечественной войны народа Абхазии. Вы с первых дней войны находились в отряде добровольцев и по сей день часто с визитами бываете на Северном Кавказе. Беслан Владимирович, расскажите о важности налаживания отношений между нашей республикой и братскими республиками на Кавказе, ведь именно с первых дней войны Кавказ помог нашей республике добровольцами. Вы знаете, наши связи с народами Кавказа, они же уже многовековые. Именно этой связи дали тот импульс, когда пришли наши добровольцы и встали на защиту нашей страны. И сегодня наша задача этой связи, чтобы они только укреплялись, улучшались, не упустить ту нить, которую создавали еще наши отцы, деды, прадеды. В этом плане мы взаимодействуем сегодня с республиками Северного Кавказа. Ездим туда. Вот сейчас планируем в этом году, президент планирует поехать по республикам Северного Кавказа. Потом я после него уже хотел поехать. Нам, как известно, вместе нельзя выезжать, куда должен находиться в стране. Вот, и обязательно эти связи будем укреплять. Спасибо большое. Они очень важны для сохранения мира на Кавказе и дружбы между нашими республиками. Беслан Владимирович, хотелось бы поговорить немножечко о военной мощи нашей страны, так как военная мощь — это гарант мира для любой страны, в том числе и для нашей. Вы часто бываете на учениях вооруженных сил Республики Абхазия. Расскажите о том, как они проходят, и о боеспособности, боеготовности наших войск. Как вы заметили, вот сейчас проводились штабные учения. Это очень важная составляющая, потому как это взаимодействие разных ведомств Минобороны. Это были незапланированные подъемы, стрельбища, авиация участвовала. Сегодня методы войны меняются. Сегодня совершенно разные методы войны. Те, которые были в 1992-1993 году в Абхазии, сегодня они поменялись. И благодаря сотрудничеству нашего Министерства обороны и Российской Федерации, нашего главного союзника, партнера, друга, наши военные взаимодействуют, обучаются. Некоторые генералы с российского присутствовали на наших учениях, дали оценку удовлетворительно. В этом направлении президент уделяет особое внимание, потому что это самая главная приоритетная задача — сохранение мира в нашей стране. И в продолжении темы ваш сын также проходит, мы знаем, военную службу в армии. Расскажите о том, с какими проблемами сталкиваются сегодня военнослужащие, если такие проблемы есть, и как обстоят дела с призывниками. И вот, на ваш взгляд, как замотивировать молодого человека для прохождения военной службы, так как, к сожалению, сегодня очень многие молодые люди не хотят идти служить. Да, эта проблема всем известная. Я не хотел бы акцентировать на том, что мой сын сегодня служит в армии, потому как я считаю, что его сверстники и вообще каждый гражданин должен принять присягу, наверное, своей родине. Касаемо того, как замотивировать, конечно же, государство должно прилагать к этому огромное усилие. Сегодня ежеминутно, ежечасно все вопросы сразу не решишь, а их очень много, начиная от казарм, амуниции, обмундирования. Как бы мне думал, что это, во-первых, конечно же, должно исходить от воспитания, из семьи, но это сейчас, наверное, будет такое политическое заявление. Я думаю,
как и во многих странах, в том же Израиле, который постоянно находится под угрозой войны, надо сделать, мне кажется, на мой взгляд, если человек не служил в армии, юноша, да, если у него нет, естественно, каких-то там физических отклонений, то он не может ни избираться депутатом, ни работать в каких-то госслужбах. Это будет хорошая мотивация. Прекрасно. И, конечно же, и семья должна мотивировать. Это Да, безусловно. спасибо большое. И вот мы плавно перешли к вопросам о молодежи. Беслан Владимирович, мы знаем, что руководство Абхазии очень поддерживает молодежь, активно поддерживает. В этом году было множество конкурсов, проектов, направленных на реализацию наших молодых людей, и также на то, чтобы по итогам конкурса они не остались просто победителями, а многие из них стали управленцами, заняли ключевые посты, в том числе и в государственной деятельности. Скажите, пожалуйста, будет ли продолжена эта деятельность касательно молодых людей и в наступающем 2026 году? Будут ли какие-то конкурсы, проекты вот подобного рода? Вы знаете, президент такое особое внимание уделяет нашей молодежи. Сегодня проводятся разного рода конкурсы. И вы правильно отметили, что у нас в управленческой команде очень много молодых ребят, энергичных, образованных. И каждого человека, каждого юношу, девушку, которая обладает энергией, компетенцией, мы готовы всегда поддерживать. Вот сегодня ряд проектов, если от команды Абхазии, которые сегодня реализовываются. Вот недавно был в селе Моква. Там был очень интересный проект по развитию Восточной Абхазии. Там туристический маршрут около 35 километров. Ребята так вот идейно свои проекты представляли, что у них аж глаза горели. Там и бани были организованы, и велодорожки, и прокат велосипедов, там и конные прогулки. И слава богу, что он уже в следующем году запустится. То есть таких идей много. И у нас очень много такой хорошей, ответственной молодежи. И не поддержать их мы не имеем права. И в этом направлении будем работать, стараться и делаем все для того, чтобы поддерживать их. Спасибо большое, потому что вот я помню, в период моего студенчества не было подобного рода проектов. То есть молодые люди, заканчивая университет, не могли о себе заявить. Это прекрасная возможность для молодых людей. Спасибо вам за нее. И также хотела бы поговорить о спорте немножечко. Беслан Владимирович, наши спортсмены заявляют о себе в разных сферах, активно занимают первые места. Наш флаг, абхазский флаг, развивается и в Дубае, и в Ереване. Развиваются те виды спорта сегодня в Абхазии, которые только недавно возродились. Только если взять художественную гимнастику, например, наши гимнастки завоевали золото в Дубае, взяли первые места в Ереване. А мы знаем, что финансирование идет от спортсменов сегодня. Будет ли дополнительная поддержка оказана в этой области? Ну, мне эта тема очень близка. Я сам в прошлом спортсмен, или, как говорится, бывшие не бывают. Очень приятно, когда сегодня наши спортсмены поднимают свой флаг, абхазский флаг, еще и получают за это медали. Да, вот правильно отметили, это вот новый вид для нас, это гимнастика. Хорошо выступили спортсменки, поехали, привезли золотые медали. Вот буквально еще вот на прошлой неделе я хотел бы отметить, что наши каратисты ездили, привезли 3 золота, 3 бронзы, по-моему, и 1 серебро. Тоже отлично выступили. Также и боксеры, и борцы, и другие виды спорта. И это не может не радовать. Ведь залог будущего — это здоровая молодежь. Не будет здоровой молодежи, соответственно, не будет никакого будущего. И в этом плане идет такая поддержка. Если вы видите, открываются и спортплощадки, и мини-футбольные поля. Это не только в городах, но и в селах. Это хорошо стимулирует нашу молодежь. В этом направлении, конечно же, мы будем прилагать все усилия для того, чтобы у нас была здоровая нация. Спасибо большое за эту невероятную гордость, которую мы ощущаем за наших спортсменов, и за то, что наш флаг на самом деле может подниматься в всех странах, которые даже нас не признали, но тем не менее наши спортсмены завоевывают все больше и больше золотых медалей. Спасибо большое. Беслан Владимирович, нашим радиослушателям хотелось бы узнать о вас немножечко больше. Расскажите, пожалуйста, о вашем хобби. Мы знаем, что вы увлекаетесь охотой, это одно из ваших любимых хобби. Как удается совмещать должность вице-президента и вот уделять время любимому хобби? Получается ли это у вас? И что для вас охота в горах? Получается не так, как бы хотелось бы.
находим на это время. Вот у нас хорошо прошла перепелиная охота. После этого мы поднимались на большую охоту в горы. Вот планировали на эти выходные, но тоже как-то сбилось. В первую очередь охота, вы знаете, это такая перезагрузка мозгов. Когда ты находишься наедине с природой, когда видишь красоту нашей земли, с другого ракурса, да, сам остаешься, это неимоверно передать, невозможно те эмоции, которые ты там получаешь. Ведь не сам факт того, что ты добудешь дичь, а просто понаходиться и увидеть красоту нашей страны. И это дает дополнительный импульс для того, чтобы дальше развиваться, дальше служить своему народу и своему государству. Спасибо большое. И в преддверии новогодних праздников расскажите, где вы отмечаете Новый год, и есть ли у вас в семье, наверняка есть, расскажите о них, о ваших новогодних традициях семейных. Я отмечаю Новый год дома, в Очамчирах, со своими детьми, со своими внуками. У меня их 3 внуков. В 12 часов пожар шампанского. Посидели, отметили. После этого я выхожу на городскую елку, общаюсь с горожанами. Беслан Владимирович, в преддверии новогодних праздников Нового года, что бы вы пожелали нашей прекрасной республике и жителям Абхазии? Ну, естественно, мира, здоровья, процветания. Я хотел бы пожелать, ну, во-первых, единства. И чтобы мы относились друг к другу чуть добрее. Вот, выйдя на улицу, просто утром выходишь из дома, чтобы ты понимал, что твой дом не заканчивается за калиткой твоего двора. Твой дом — это от Псоу до Ингура. И все люди, живущие на этой территории, это все твоя семья. Выходишь, увидел соседа, сладко поздороваться, с кем-то попить чашечку кофе, забыть все обиды, все невзгоды, побольше любить друг друга, уважать друг друга, относиться к добрее. Все у нас получится. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии Абхазского радио был вице-президент Республики Абхазия Беслан Владимирович Беглава. Спасибо большое за беседу. До свидания.